Прибыли депутаты Государственной Думы, которые доведут ваши жалобы до конца. Вы добьетесь справедливости. Поезд ЛДПР уже прибыл. Дорогие друзья, не расходитесь. Вот с правой стороны подняли папочку наши юристы, высококвалифицированные из Государственной Думы работают. Пожалуйста, вы можете подойти, подать свои жалобы, подать свои обращения. Если кто-то из вас не успел это сделать, они на месте вам помогут составить здесь те документы, которые необходимы для того, чтобы обратиться либо к Владимиру Вольфовичу Жириновскому, либо к депутатам Государственной Думы. Пенсионерка, и на иждивении у меня ребеночек, сирота от опеки. И написала. Наоборот, телефон оставила. Да, если что, с вами свяжусь. В любом случае, это будет в течение 30 дней. Вот. Да. Готовы? У кого обращение? У меня. Фамилия, имя, отчество. Вот все написано, пожалуйста. Вот все здесь написано. В течение 30 рабочих дней ожидайте ответ на адрес, который указан в обращении. Хорошо? Хорошо. Я хочу предупредить, значит, тех людей, которые вот начинают вот эту возню. Какую? Они говорят, и уже по телевизору даже недавно, позавчера, по-моему, показывали, о том, что вот ЛДПР делать нечего, как деньги тратить, там, не чтобы детский садик построить, там, или, собственно говоря, детскую площадку. Но вы поймите нас правильно, и хотелось бы, чтобы вы донесли это до других. Мы партия оппозиционная, и у нас нет средств бесплатных для того, чтобы рекламировать свои деяния, свои действия, доносить свои идеи до народа, потому что все средства массовой информации в России, они провластные. Нас не допускают до, значит, выражения вот идей своих значит, средств массовой информации, главные редактора. Понятно, что им спускают такие команды, что нельзя показывать ЛДПР слишком часто. А бесплатно действует, бесплатно берет это время, бесплатно в новостях показывают все действия, которые за счет бюджета, собственно говоря, производятся. И строятся школы, строятся садики, строятся детские площадки. А все это показывает, что это сделала партия власти. Хотя, в принципе, мы тоже свою лепту внесли своими налогами. Вот. Поэтому у нас нет таких возможностей бесплатно себя рекламировать. Поэтому нам приходится доносить свои идеи, свой бренд, вот бренд ЛДПР, доносить до множества людей. Поэтому приходится тратить средства для того, чтобы на билбордах появились наша аббревиатура, чтобы в газетах мы печатались, чтобы в интернет-изданиях были наши логотипы. Сколько регионов проехали, с какими проблемами люди к вам обращаются? Это не первый поезд ЛДПР, в том году шли поезда, в этом году и дальше пойдут. Для чего это делать? Спит Россия, спят чиновники. Поэтому как только появляется поезд ЛДПР, все оживает сразу моментально. Мы проехали уже 9 тысяч километров. Еще впереди еще 5 тысяч километров. 25 регионов. Это эта поездка. Коми республика у нас 15-й регион. Нас где-то не пускают, где-то останавливают автобусы, чтобы люди не смогли подъехать. Но железная дорога прямая, мы все равно идем через все сложности, через все проблемы. На некоторых станциях люди подходят, нет медицинской помощи. На моих глазах один старик, 70 с лишним лет, он чуть не умер, сердечный приступ. Спас его врач ЛДПР. Ни одной поликлиники, ни одного в населенном пункте врача не было. Мы дали ему лекарство, сделали укол, посадили на машину полиции и таким образом спасли человека. Где-то наводнение, успеваем помогать. Где-то Саратовская область, отнимает льготу у пенсионеров. Мы приехали, сказали, не будет вам больше междугородних электричек, отнимаем льготу на проезд на автобусах. После поезда ЛДПР все вернули, ни одной льготы не отняли. Губернатор сам лично заявил, что накладывает мораторий на этот закон. А было уже все принято, люди уже фактически разочаровывались во власти. Поэтому нужна оппозиция, нужно движение, нужно, чтобы кусали постоянно власть. Тогда будет у нас прогресс в стране. ЛДПР не работает от выборов к выборам.
Понимаете, вот мы проезжали южные регионы, ни одних выборов не было, ни поселенческих, ни губернаторских, ни областных, ни общероссийских. Но мы едем к людям, потому что я сам с севера, с Вологодской области, но поехал на юг для того, чтобы узнать, как живут люди. Ведь проблемы у всех одни, но решать их нужно немножечко по-разному. То есть чуть-чуть акцент местного населения, нужно слышать местное население и предлагать людям то, как это наиболее эффективно можно решить в этом проблеме. А мы берем все время западные какие-то моменты, ложим их на российскую действительность, и потом получаем, что кукиш получаем для народа. Вот чиновники, они все в шоколаде, олигархи в шоколаде, а народ у нас жить не может. Поэтому нужно свой опыт использовать, свою историю использовать. И только тогда мы сможем поднять Россию. В Коми мы только заехали. Это первая станция в республике. Но я знаю этот край. Я раньше был в Сыктывкаре несколько раз. У меня мой дядя здесь отработал 20 лет на теплоходе в Троицко-Печорске, отходил по Печоре, поэтому регион известный. Я знаю, что у вас здесь наводнение в одном из населенных пунктов, то есть людей никто не может спасти. Приедем, поможем всем, чем можем, все отдадим, что находится в поезде.